Жители села Гупа Чимчирского района Тенгиз Хвайдалидзе и Омар Пилия в рамках проекта реализации ведомственной целевой программы развития сельского хозяйства получили оборудование по переработке воска и производству вощины. Агрегат «Маргарита» единственный в такой модификации не только в Чимчирском районе, но и в Абхазии. Проект был осуществлен благодаря поддержке и содействию начальника отдела сельского хозяйства Тенгиза Какубава, к которому пчеловоды обратились за помощью. С 2021 года Министерством сельского хозяйства была разработана программа по развитию сельского хозяйства. В 2022 году жители нашего района Хвайдалидзе, Тенгиз и Пилия Омар написали проект по переработки воска и производства вощины. Вот вы как видите, результат этой программы сегодня у нас наглядно здесь. Сегодня в начале 2023 года оборудование было доставлено в Республику Абхазия, получили в район, вот наладили производство. Сегодня в нашем районе единственное такое малое предприятие, которое сегодня может производить вощину. Хотелось бы поблагодарить руководство нашей страны и всех тех, кто не принял непосредственное участие, чтобы этот станок сегодня оказался у нас в Республике Абхазия, в Чимчирском районе. Раньше вощину привозили из России или же изготавливали здесь, в Абхазии, кустарным способом. Но сейчас, благодаря осуществлению этого проекта, вощина станет отечественной, высококачественной и стерильной. С помощью Тенгу мы написали программу по переработке воска и производству вощины. А этот аппарат нам на самом деле в Чимчирском районе необходим был. В Абхазии один аппарат такой, это чуть-чуть устаревший такой. Всю основную вощина в Абхазию завозится с России. И то непонятно какого качества завозится. Кто в Чимчирском районе живет, пчеловодов очень много. Многие уже обратились, многие знают. А тем, кто не знает, Чимчирский район, село Гупи. Контакты наши, телефон 963-63-22. Пожалуйста, обращайтесь, посмотрите, как работаем. А за качество производства, сами убедитесь, сейчас себя хвалить не будем. Что принесете, заправим и произведем вощину. Пчеловоды Тенгиз Хвайдалидзе и Омар Пилия давно занимаются любимым делом, и у каждого из них сегодня больше 100 ульев. В хорошие времена было и по 200, и за год пасечники собирали до 4 тонн. Мед, производимый абхазскими пчелами, особенный. Его отмечают за его яркий вкус и лечебные свойства. Многие считают его одним из секретов абхазского долголетия. Надо отметить, качество этого целебного нектара зависит от многих факторов, но и от качества вощины в том числе. Качество вощины зависит от воска. Какой принесут воск, естественно, мы тоже там пчеловоды знаем, если там, никто себе не позволит принести плохой воск. Вообще воск греется до 140 градусов. После 140 градусов она отключается и идет на стерилизацию. Остывает до 70 градусов. В это время идет стерилизация. А потом, после стерилизации, мы уже начинаем работать и делать. В Абхазии мед производят круглогодично. Благодаря абхазианкам так называют ласковые пчеловоды трудолюбивых пчел и благоприятному климату нашего чудесного края. На отечественном рынке мед пользуется большим спросом, но пасечники признаются, что продукции пчеловодства столько, что давно пора налаживать рынок сбыта и экспортировать этот целебный солнечный нектар в Россию. Вот с реализацией на самом деле тяжело. Например, у нас, слава богу, уже мед продали, но это у нас. А есть люди, у которых не могут продать. Тяжело, надо помочь с реализацией. В Абхазии пчеловодство очень хорошее. У нас пчелы и зимой работают. В России, например, пчелы зимой, они все в клуб уходят, не работают. У нас даже зимой мушмала цветет, это цветет. И климат вообще благоприятный край для пчелы – это Абхазия, на самом деле. Технологический процесс состоит из нескольких этапов. Это растапливание пасечного воска, сырья, так сказать, формирование листов с помощью вальцов и вращающегося барабана, их прессование до получения цельного полотна, затем разрезание полученных лент на листы, сушка и упаковка готовой вощины. Абхазские пасечники надеются, что в скором времени заказы на вощину появятся со всей Абхазии.
а объемы производства увеличатся в разы. Анжела Убилава, Валерия Лагербая, Очимчира Информ.